Здравствуйте! Сегодня суббота, и с вами уже по сложившейся традиции в этот день и в этот час работаем мы. Информационно-аналитическая программа «Чечен-Инфо». И в студии в течение этого времени с вами буду я, ее ведущий Муслим Умаров. На прошедшей неделе в республике и за ее пределами произошло немало событий, достойных нашего пристального внимания. Мы провели анализ информации из различных источников, и, на наш взгляд, наиболее интересные события представляем сегодня к вашему вниманию. Итак, сегодня в программе. Встреча главы Чеченской Республики с руководителями Главного управления МВД Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу и инспекция Рамзана Кадырова на промышленные предприятия Чеченской Республики в рубрике «Экспресс-инфо» с Муслимом Гелагаевым. Развитие промышленного сектора Чеченской Республики на принципиально новый уровень в рубрике «Тема» с Валидом Генаевым. Мониторинг событий в Чеченской Республике и за ее пределами представлено в глобальной сети рубрике «Чинет» с Тимуром Нажаевым. Даты, события, имена в историческо-познавательной рубрике «Хронограф» в этот день, но много лет спустя, рассказывает Раяна Хусенова. В Грозном состоялась встреча главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с руководителями Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу и министрами внутренних дел Северокавказских регионов. Также на этой неделе Рамзан Кадыров проинспектировал промышленные предприятия Чеченской Республики. И, наконец, чеченские беженцы из Европы возвращаются домой. Более подробно об этом и многом другом Муслим Гелагаев в рубрике «Экспресс-инфо». В Государственном театрально-концертном зале города Грозного прошла торжественная церемония, посвященная Дню чеченского языка. В мероприятии принял участие и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. В честь праздника все присутствующие на мероприятии были одеты в чеченские национальные костюмы. В своем обращении с поздравительной речью Рамзан Кадыров отметил, что этот праздник стал хорошей традицией в Чеченской Республике, и сегодня имеется возможность сохранять и совершенствовать чеченский язык. Затем состоялось награждение ряда известных журналистов, поэтов, ученых, деятелей культуры и педагогов. По окончании официальной части мероприятия состоялся праздничный концерт чеченских артистов. Затем глава республики вместе с представителями власти и деятелями культуры, сопровождая шествие исполнением чеченских народных песен, прошли по проспекту Путина до мемориального комплекса «Аллея Славы». В беседе с сопровождающими Рамзан Кадыров подчеркнул значимость сохранения чеченских адатов, дошедших до нас от наших отцов из глубокой древности. В Грозном в ходе спецоперации под руководством главы республики Рамзана Кадырова уничтожены 2 члена незаконных вооруженных формирований. Боевики были блокированы в одном из многоэтажных домов в заводском районе города. Личности уничтоженных членов НВФ установлены. Это Муса Таштамиров и Бекхан Дадаев. С места происшествия изъяты 2 автомата Калашникова, 2 пистолета, 2 взрывных устройства большой мощности, а также полный боекомплект. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции удалось избежать жертв среди гражданского населения. По оперативным данным, боевики входили в бандгруппу Сайдими Дадаева, подручного Доку Умарова. После завершения осмотра места проведения операции по поручению Рамзана Кадырова были начаты работы по ликвидации последствий и ремонту квартиры, в которой скрывались боевики. На прошедшей неделе в Грозном состоялась встреча главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова с руководителями Главного управления МВД Российской Федерации по Северокавказскому федеральному округу и министрами внутренних дел регионов Северокавказского федерального округа. Вопросы обсуждения участников встречи стали продолжением темы, рассмотренной силовиками на выездном расширенном совещании, прошедшем в здании Министерства внутренних дел по Чеченской Республике. Это деятельность сотрудников органов внутренних дел и вопросы скоординированности действий между представителями различных силовых структур во время проведения спецопераций по ликвидации участников НВФ и создания в Северокавказском федеральном округе единого органа по взаимодействию сотрудников МВД всех субъектов, входящих в округ. Только совместными усилиями мы сможем одолеть терроризм и экстремизм, отметил Рамзан Кадыров. Сотрудники чеченских правоохранительных органов готовы делиться со своими коллегами из других регионов не только опытом ведения борьбы с преступниками, но и при необходимости оказывать содействие в проведении спецоперации.
Сил и средств для этого вполне достаточно. Рамзан Кадыров также призвал представителей силовых структур к взаимодействию не только по линии борьбы с терроризмом. Кавказ издавна славился гостеприимством, где издревле народы жили в мире и согласии друг с другом. Сегодня настало время возрождать добрые традиции. На Аргунском заводе по сборке автомобилей марки ВАЗ-2107 ждут новой стратегии развития. В среду глава региона Рамзан Кадыров посетил завод, на который руководство республики возлагает большие надежды, как на лидера чеченского автопрома. Министр промышленности и энергетики Галас Таймасханов провел для главы республики экскурсию по цехам предприятия и рассказал о новых мерах, предпринимаемых ими для восстановления и дальнейшего развития автомобильной промышленности. Главная новость, по словам министра, в том, что уже с июня в Аргуне прекратится выпуск автомобилей ВАЗ-2107. На смену им придут популярные автомашины марки Лада Приора. Рамзан Кадыров, известный своим пристрастием к автомобилям, сам проверил качество сборки. Оценить его смогут и сотрудники отдела внутренних дел по городу Аргун, в распоряжение которых были переданы 10 автомобилей, а также семья из Аргуна, возвращавшаяся на старых «Жигулях» из святыни Зиярт, которой глава республики решил также преподнести в подарок новую машину этой же модели. Все расходы взял на себя региональный общественный фонд имени Героя России Ахмада Хаджи Кадырова. Следующим объектом промышленной сферы, который проинспектировал Рамзан Кадыров, стал завод «Электропульт» и «Оргтехника» в Старопромысловском районе города Грозного. Здесь глава республики прошелся по цехам, выслушал информацию по деятельности предприятия от министра промышленности и энергетики. В стратегии развития промышленной сферы в регионе огромную роль играет именно восстановление и строительство промышленных объектов, подчеркнул глава региона в ходе своей инспекции и при общении с представителями предприятий и руководителем отрасли. Об этом Рамзан Кадыров говорил и на совещании в правительстве республики. По словам главы региона, особый акцент необходимо сделать на восстановление уже существующих предприятий отрасли. Кроме выпуска собственной продукции, это будет способность и к снижению уровня безработицы в регионе, отметил Рамзан Кадыров. На первой рабочей встрече с новым коллективом Министерства промышленности и энергетики глава республики Рамзан Кадыров потребовал значительно улучшить работу. Работа прежнего министерства не была достаточно эффективной, но в дальнейшем такое недопустимо. По словам Рамзана Кадырова, 13 из 21 предприятий отрасли уже могли бы быть запущены в строй, но прежнему составу руководства Минпрома этого сделать не удалось. Министр промышленности и энергетики Галас Таймасханов обозначил основные пути развития отрасли. Работа будет вестись сразу по двум направлениям – развитие местной промышленности и инвестиционная деятельность. Министерство будет вкладывать средства и в развитие машиностроения. Вся работа будет ориентирована на требования рынка, сообщил министр промышленности и энергетики Чеченской Республики Галас Таймасханов. Рамзан Кадыров обратил особое внимание на ответственность каждого сотрудника министерства перед жителями региона. Успешная работа министерства будет означать повышение уровня качества жизни людей через развитие экономики, отметил глава республики. Рамзан Кадыров обозначил и значимую роль министра промышленности и энергетики в развитии ведомства. По мнению главы республики, насколько профессиональным будет его подход к работе, настолько быстро и эффективно будут решены проблемы отрасли, которых сейчас немало. Галас Таймасханов, отметил глава региона, уже зарекомендовал себя как эффективный руководитель, обладающий всеми необходимыми качествами хозяйственника и управленца. На прошедшей неделе Рамзан Кадыров встретился с кадиями районов и имамами всех мечетей республики в центральной мечети Грозного. Цель сбора – это рассмотрение вопросов примирения кровников и необходимость активизации работы духовенства с молодежью. Без внимания не остался и инцидент, произошедший в центре столицы, в результате которого было уничтожено 2 членов НВФ. Их главная цель – это дестабилизация ситуации, и только совместными усилиями можно противостоять этому злу, подчеркнул Рамзан Кадыров. Основную роль в духовном развитии общества играют именно религиозные деятели, отметил глава региона. Каждый кади и имам собственным примером должен показывать истинное лицо мусульманина. Его деятельность не должна ограничиваться только работой в мечети, отметил Рамзан Кадыров. Были здесь затронуты и вопросы внешнего облика и поведения женщин в обществе. После долгого и очень эмоционального разговора глава региона отметил, что народ должен слышать власть, а власть должна заботиться о благосостоянии людей. В
В подтверждение сказанных слов Рамзан Кадыров процитировал аят из Корана, в котором говорится: «Если вы не будете благодарны тем, что я вам дал, я вас заменю теми, кто будет более благодарен». Первый автобус с возвращающимися из-за границы гражданами Чеченской Республики прибыл на прошедшей неделе в Грозный из Варшавы. Как говорят сами репатрианты, жизнь каждого из них складывалась за рубежом по-разному, но у всех неудачно. Еще в октябре 2010 года, во время прямого эфира главы республики Рамзана Кадырова, они обратились к нему с просьбой оказать содействие в возвращении их на родину. Главой республики было дано поручение Министерству Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации решить этот вопрос и оказать всемирное содействие нашим соотечественникам в скорейшем возвращении. По завершении всех процедур по линии МИД Российской Федерации и соответствующих согласований с польскими властями, до польско-белорусской границы беженцев привезли сотрудники российского посольства. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров неоднократно призывал соотечественников вернуться домой. По его убеждению, лучше строить свою республику на правах хозяев, чем трудиться в других странах на правах изгоев. По словам прибывших, желающих вернуться на родину из стран Европы немало. Они считают, что лучше жить у себя на родине, чем в неустроенных лагерях в ужасных антисанитарных условиях. Официальная делегация Чеченской Республики побывала в городе Пятигорск. Представители органов законодательной и исполнительной власти Чеченской Республики ознакомились с условиями проживания обучающихся там чеченских студентов и обсудили имеющиеся у них вопросы. Гостей встречали члены Думы города Пятигорска во главе со спикером Людмилой Пахилько. В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с обучением городских вузов студентов-выходцев из Чеченской Республики. Во всех рассмотренных здесь темах сторонами было найдено взаимопонимание. Далее члены делегации нашей республики встретились со студенческой молодежью. В городском доме молодежи собралось около 500 студентов-выходцев из Чеченской Республики, а также руководители вузов, представители краевого правительства и департамента образования. Студенты озвучили широкий спектр проблем, которые здесь же при содействии представителей местных органов власти были решены. В целом, как было озвучено на встрече, особых проблем, связанных со студентами-чеченцами, в ходе учебного процесса не возникает. Руководитель чеченской общины Пятигорска Нажмудин Магомадов сообщил, что со стороны руководства Чеченской Республики, в первую очередь главы региона Рамзана Кадырова, они всегда ощущают поддержку и содействие в решении возникающих вопросов. Завершился визит чеченской делегации в Пятигорск в Доме национальных культур, где для гостей была организована праздничная программа с участием артистов национальных творческих коллективов. Участниками встречи было поддержано предложение о том, чтобы подобные мероприятия были проведены и в других крупных городах юга России. Управление ГИБДД МВД по Чеченской Республике продолжает работу по специальным операциям «Нетрезвый водитель» и «Стекло». За последние дни получены новые результаты по выявлению нетрезвых водителей за рулем и автомобилей с чрезмерной тонировкой стекла. Операция «Нетрезвый водитель» проводится с начала этого года. Ее цель – выявление и пресечение вождения в нетрезвом состоянии. За последние дни автоинспекторы проводили рейды в 3 городах – Грозном, Шали и Гудермесе. Есть задержанные. Также на дорогах республики продолжается операция «Стекло». Работники ГИБДД предупреждают о недопустимости таких нарушений. По словам сотрудников ГИБДД, рейды «Нетрезвый водитель» и «Стекло» будут продолжены до полного искоренения этих нарушений на дорогах республики. В Чеченской Республике прошла 3-я ежегодная выставка научно-технического творчества молодежи. Она прошла в 3 номинациях: техническое творчество, исследовательские и инвестиционные проекты. В выставке приняли участие студенты вузов республики и юные умельцы. В номинации «Техническое творчество» спектр презентаций начинался от радиоуправляемых авто, мото и авиамоделей до сложных технических приборов для применения в медицине и тяжелой промышленности. Например, один из участников представил проект теплицы с аэропонной установкой.
которая позволит выращивать овощи, ягоды и цветы без почвы путем автоматического опрыскивания корней специальным питательным раствором. Подобное производство позволит в разы уменьшить себестоимость любого продукта. Каждый из авторов на сцене демонстрировал свои разработки. Лучшие проекты жюри оценило по социальной значимости и экономической выгодности. Авторам лучших разработок будет оказана помощь в привлечении инвестиций для серийного производства. На страницах интернет представлено много различной информации. И здесь совсем не просто отобрать интересные и вместе с тем полезные и правдивые сведения. На этой неделе, впрочем, как и всегда, мы провели активный мониторинг событий как в Чеченской Республике, так и за ее пределами, представленных в глобальной сети. И предлагаем сегодня вашему вниманию рубрику «ЧН». Продолжит Тимур Ажаев. В городе Аргуне состоялось открытие 12 новых коттеджей, построенных по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова для жителей города. Магомед Даудов, курировавший строительные работы, сообщил главе республики, что коттеджи построены всего за несколько месяцев. Он выразил большую благодарность главе региона за помощь и всестороннюю поддержку в период строительства коттеджей и отметил, что без его поддержки возведение домов было бы невозможно завершить в столь короткие сроки. Выступая перед собравшимися, Рамзан Кадыров отметил, что проводимая руководством республики политика прежде всего нацелена на повышение уровня жизни населения. Мы обязаны трудиться ради наших детей и их будущего. Данные объекты являются только частью работ, которые проведут в городе Аргун. Нам еще предстоит построить сотни объектов, в том числе больницу, мечеть, муниципальное жилье, стадион и дороги. Думаю, это станет хорошим подарком для жителей Аргуна, подчеркнул глава региона. Рамзан Кадыров и сопровождавшие его лица осмотрели новый поселок, а в одном из домов совершили религиозный обряд Мовлид и поздравили новоселок с получением нового жилья. Комиссия правительства Чеченской Республики по выбору эскизного проекта логотипа спортивного комплекса имени Ахмад Хаджи Кадырова подвела промежуточные итоги конкурса на лучший логотип. На очередном заседании комиссии, которое прошло под руководством председателя правительства Чеченской Республики Одесса Байсултанова, было отмечено, что в ходе объявленного конкурса поступило около 2000 логотипов. Заявки на конкурс поступали из разных регионов страны. Компетентное жюри из них отобрало 100 наиболее интересных логотипов. В ближайшие дни необходимо будет выбрать один, который станет символом спорткомплекса, сказал Одесс Байсултанов. Также он отметил, что лучший логотип будет выбран путем СМС-голосования. Население республики сможет принять решение, какой логотип должен быть у спорткомплекса, подчеркнул председатель правительства Чеченской Республики. В Академии наук Чеченской Республики начата работа по созданию электронного варианта словаря чеченского языка. Проводится очень серьезная и масштабная работа. При составлении словаря учитывается этимология слова, его фонетика и многие другие аспекты языкознания. В словарь войдет и труд Ахмата Мациева. Мы дополним его анатомическими, общественно-политическими и географическими терминами. То есть, запросив в поисковике одно слово на чеченском языке, читатель получит не просто короткое описание значения слова, а полную информацию. Этот солидный словарь будет выложен на сайте Академии наук, рассказал вице-президент Академии наук Чеченской Республики Райком Дадашев. Во Владикавказе 28 апреля начала работу международная региональная конференция «Великая Победа. Добытая единством. Кавказ в годы Великой Отечественной войны». Организаторами встречи являются российские некоммерческие организации, Кавказское сотрудничество и Институт евразийских исследований. Конференция посвящена исторической роли Кавказа в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 100 гостей. Это официальные лица, ученые, аспиранты вузов, представители молодежных общественных организаций, поисковых групп и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны. На форум приехали представители Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Дагестана, Чеченской Республики, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, а также Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. Кроме того, свое участие в конференции подтвердили представители Армении, Абхазии, Азербайджана и Южной Осетии. Прозвучали доклады и выступления, посвященные участию уроженцев Северного Кавказа и стран Закавказья в героической битве за свободу и независимость некогда общего многонационального отечества в годы войны. С
Сборная команда клуба веселых и находчивых Чеченской Республики впервые вышла в полуфинал высшей лиги. В одной из игр четвертьфинала, которая состоялась 20 апреля в Москве, наша сборная встретилась с командами Пятигорска, Москвы и Хабаровска. В полуфинал прошли команды из Пятигорской и Чеченской Республики, набрав необходимое количество баллов. Высшая лига клуба веселых и находчивых существует с 1986 года. Во Дворце молодежи прошел республиканский фестиваль национальных культур «Многонациональная молодежь Кавказа». В фестивале приняли участие представители разных национальностей, проживающих в Чеченской Республике. Основная цель фестиваля – популяризация этнокультурного наследия многонациональной России, формирование культуры, толерантности, региональной и общероссийской гражданской идентичности, знакомство с культурой разных народов Российской Федерации, проживающих на территории Чеченской Республики, сохранение и возрождение народных традиций, развитие межнациональных связей в области народного творчества. Участники фестиваля показывали свое мастерство в танцевальном, вокальном и в инструментальном творчестве, угощали блюдами своей национальной кухни, а также оформили стенды, представляющие некоторые элементы национальной культуры. Все участники фестиваля награждены дипломами за участие в Республиканском фестивале национальных культур «Многонациональная молодежь Кавказа». С 1 мая начнется выдача полисов обязательного медицинского страхования нового образца. Предполагается, что новые полисы будут изготовлены в форме бумажного бланка, либо пластиковой карты с электронным носителем. По всей республике функционирует 14 пунктов выдачи полисов. И самое главное, полисы, полученные гражданами ранее, имеют силу до их замены новыми. Электронные полисы будут обеспечивать возможность разрешения двух электронных приложений – страхового и медицинского, но их выдача будет осуществляться лишь после того, как электронная система будет доступна для всех медучреждений республики. Предполагается, что полная замена полисов будет осуществлена до конца 2013 года. Чеченский спортсмен Турпал Даудов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы среди молодежи по борьбе с самбо в весовой категории 82 килограмма. Престижные соревнования проходили в Праге. Турпал Даудов выступал в составе сборной России. В его весовой категории на чемпионате были заявлены 23 спортсмена. К званию чемпиона Европы чеченского спортсмена привели уверенные победы в 4 боях. В борьбе за выход в финал с ним сразились самбисты из Эстонии, Армении и Молдавии. В финальной схватке Даудов не оставил сопернику из Азербайджана ни одного шанса. Одержав победу со счетом 2-0, на чемпионате Европы Турпал Даудов установил рекорд, не отдав ни одного балла своим соперникам на протяжении всего турнира. Для чеченского спортсмена это уже вторая золотая медаль чемпионата Европы. В 2009 году в городе Шауляй он стал победителем европейского турнира среди юношей. Тренируют талантливого спортсмена заслуженные тренеры России по борьбе с самбо Валерий Донник и Андрей Володин. В ближайшее время Даудов в составе сборной России примет участие в сборах в Анапе, где будет проходить подготовка к чемпионату мира по самбо. Даудов является двукратным чемпионом Европы в разных возрастных категориях, двукратным чемпионом России, чемпионом первых Евразийских игр, победителем Спартакиады России, мастером спорта международного класса. Развитие промышленного сектора Чеченской Республики вышло на принципиально новый уровень. Это стало возможным благодаря инициативе главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который внес большие коррективы в деятельность Республиканского министерства промышленности и энергетики. Глава республики также связывает большие надежды с новым руководителем Минпрома Галасом Таймасхановым в процессе становления промышленного сектора региона. Тему продолжит Валид Генаев. Основной акцент на автомобильной промышленности будем делать и электротехнической продукции будем делать. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на Аргунском заводе по сборке автомобилей ВАЗ-2107. Этот завод – флагман всей республиканской промышленности и гордость региона, и его ожидают большие плодотворные изменения. Новый же руководитель Министерства промышленности и энергетики республики по этому поводу не скрывает оптимизма. В ходе экскурсии, организованной для Рамзана Кадырова по заводским цехам, министр Галас Таймасханов сообщил главе республики, что на уже достигнутом его ведомство не собирается останавливаться. Непрерывный цикл – это хотя бы еще на месяц трудовой комплект но и с правительством у нас сейчас идет активный бизнес-план, проект согласовывать еще тоже.
Первая машина его или для музея. Первая машина. دي حسب المسؤوليه دي بونص كتير او غش صور دي ولا حلوه يجي على جديده Realno, napoljne i moja teta, oni razkazali su djegarija štutoše. I ovo sam biznes plan, ekonomika, bihari, ceh, pošto je leh šuve. Mas i anglijski kampanjci, kitajski kampanjci, malo ta naša volba. Откazat se nada, znam, bilo aktivno bilo. Revizije того, što bilo делать, того, što predstaviti. Nog är det flyg Direktne privatnici, dvojjarusne dihatu, jedno kvalificirati, a da bilo što, dvojjarusne рентабельность производства хотя бы 300 машин ешсалча, опцахоль, 300 машин ешсалча мы в состоянии налоги, зарплаты и на уровне там 70% рентабельности производства. Основную проблему в кою воюх кишсала, представить, побьет школку, акцент и на ого. В июне на заводе вместо вазовских «семерок» начнут собирать такие любимые в народе приоры. Здесь же глава республики оценил качество сборки. Atiga bize patentleri şu atiga şunu yaşadan zim hakwa kadar. Al şöyle da. Khir gizne balka. Kertil dan datoyes da tadao. Картина защиты дополнительно. Еще одно немаловажное обстоятельство, на которое обращает внимание Рамзана Кадырова новый министр промышленности и энергетики республики – инвестирование. Ведомство Галаса Таймасханова начало переговоры с зарубежными компаниями о производстве малотоннажных грузовиков, а это большой плюс в развитии республиканского автопрома. Это все у нас. На компьютере. Любая машина, что продается. Такой мере можно будет. Не слышишь, говорят? Это подразумевает. Специально, все. Это тоже камень 6,5 миллиметров, не стачал, не сложно. Любой иномарка еще ремонт программе сюда. Можно я подложу? Специалисту хавали. Максимально без волны, чтобы кадры наши не разошлись. В Аргуне произошло примечательное событие. Возвращавшаяся Зиарта семья теперь сменит старенькую машину на новую «семерку». Этот щедрый подарок сделал им Рамзан Кадыров. Впрочем, не только такой презент от главы республики был вручен аргунской семье. Jak jesam, Lela. Te je no dozjate. Hersagar dolshvari pogloshvar dogloshvar. لا والله بس ياخذوا فين يطلعوا شو دون اصبغ راسي دون مش نلعب زود يا بوس دون يبو حبيب راحت يا بوس مش اللي لسه دون زيتي وريا زيتي وان رمضان نوكسل يوخواترا لا انت وش ده اول ده Новенькие «семерки» были также переданы и сотрудникам правоохранительных органов города Аргун. Очень интересно, да. Vad ska du? Jag vet inte. Ja, inte gör det då. Från det då, att du inte då ändå, inte vad då. Då den tar hit eller?
И уже из Аргуна глава республики вместе с первым вице-премьером Магомедом Даудовым, сев за руль «семерки», направились в Грозный. В столице радостные впечатления главы региона перемежались с удивлением теми, кому мирная жизнь республики не по душе. Assim, lavas metigio, moço aoio, buzo dimdi metigio, assim, boa metigio. Развитие республиканской промышленности – приоритетнейшая задача для всего региона, и эту мысль глава республики Рамзан Кадыров довел до нового состава Министерства промышленности и энергетики Чеченской Республики. И работу, в отличие от прежнего коллектива, надлежит не только усилить, но и сделать ее более качественной. Вот эти предприятия, ходят предприятия, дают возможность использовать юли мегаdoшу, но халфи уже шех запустить республика бюджетная на белометрик шун доход шех шех нормально доход не плохо ситуацию возможность рулем шейки, обычно юсен ходит предприятие, а лазы пустишь, как цену Новый глава Министерства промышленности и энергетики Галас Таймасханов определил основные направления развития промышленного сектора республики, которым его ведомство уделит особое внимание. Это развитие местной промышленности и еще инвестирование. Министерство вложит средства в машиностроение. Вся же работа будет определяться рыночными запросами. Акцент будем делать на поддержке тех предприятий, которые готовы к запуску, и при производстве продукция будет востребована на рынке. На административный ресурс особый акцент делать не собираемся. Вот с этим будем выходить на рынок. От успешной работы министерства будет зависеть уровень жизни граждан региона, и все сотрудники ведомства должны это отчетливо понимать, поскольку Минпромэнерго отведена главная роль в экономике республики. Рамзан Кадыров обращает внимание собравшихся и на этом в том числе. Все совещания, заседания всегда Минпромбандыш, председатель правительства, заместители председателя правительства получали Хочу здание уч. Ведь того предприятия, того предприятия, запустить на предприятие уч. Хунядыч миллиард, адовый больше. Республика бюджете 100 миллионов, 150 миллионов, 50 миллионов. И ведь я ахнешь там войду, он правильно использует миллиарды, шайги предприятия больше Там так доход шедер, на рабочий метр шедер, он бюджет на поступление налогов это. А вы تعامل ديش توشد أنا كولكتيف دانا وقبل بيوت كذا صار لو غير دانا بياك بعد دانا هيك أنا أحس إنه شو يدرس كذا شو أنا مش كابينات وش عميل وش واحد متيجي وش شيء واحد متيجي وش دانا يسبي أكبر دانا شيء دانا إن شاء تهم مو تهم شو كان دويدام وترويشنا في الريسبوبليكا دانا روسيا أنا بيرو مستقبل وكل لا ده سبودين دانا مو Само годится, чак-то лабоше, сашу шишу адала садон, занимается что промышленностью, а бо бигбах, нагасан, ой, школка, как миршка, больничка, дыхало, думаешь, баба. Он даже как вы будете зарабатывать, так и можете содержать на раз. Туда не просто так работать, шудона, так и надо, МВД, ФСБ, безопасность, он чак бахкач. Инца он чак бахна, остатки банк фанфирован дошава. Я бобешку, кида дон, военный, не кида содержать. Вы мах камел доступ, а дик бела, что содержать я дон. Хую швен, экономик дон, хую ахшлу, ахш мишел дак, вы дак дишту. И хадак дишту, вы дак, убил дак дишту. Лера, учитывая дона, весь народ
Вся республика, да, вы содержите, мы семья, да, тогда успели вот сказать, что часть семья, да, колледж, да, кабизи, да, и сын, да, вы ночью yok семью, док цаду yok колкету, хавелат, душ, ну, отцаву, да. А, укару, искать, сундела, щи, вы здесь, угли хавал, ну, кома, вы мягко, вы здесь, вы халдик, сун, уга, сейдона, чуа, дик бог, боже, как ночью, вома, дик бог, ночью бог, да, тады на буш. Сунде хора на хадизи, да, так далекно, было, сон яхи, далекно было, что. Хунду яхкане, значит, он не состоялся, да. И тут я на yok klimo, она was, да, hoog tiers gelder, hoog tiers edelder, hoog was je, ik ben een tiers en check ze daar naar boven. Ik dacht, ja, doe, mooi om понимание. А бог тобой, ще десь не робив до мене. Із моди до хода она, хоко. Din bara basta, on bara basta, on mag bara basta. Getregen, geest, zo'n deur bij de boos naar het toilet. Ik presenteer dat met z'n delen. Schuboor, doorboor moest je dat doen. Schuboor dan, gelboor, schuboor dan, risky is boor, risky is dan, omdat ze worden geraakt, maar later niet zo dat gedaan. Geen werk zijn, oefdaad gaat naar die er wat er verder wordt. Dat gaat er een keer dan. Boa, ou banca, emerage, cabo, moço, metava hoog, aardig situatie, jij is het goed. Ja, kies wat je moest na, die kies wat er aan was. Wat is kies dan? Had ook daar wel dus. Решение Рамзана Кадырова о назначении Галаса Таймасханова на должность руководителя республиканского промышленного сектора, по словам самого главы Чеченской Республики, было обусловлено профессиональными качествами Галаса Таймасханова. Он, по мнению Рамзана Кадырова, вполне способен решить важнейшие вопросы и проблемы республиканской промышленности, так как сочетает в себе все необходимые организаторские способности. Хобал, я царь, он воющий гуать. Было себе сразу алаквиз, глух дон, отлично, привлекаться, да, он банковский, возможно, привлекаться, это хобал хаур гаскидесно. Хамелла дон, атана рискеш дон, а рискеш, а было собой кедесно, контр дон, и так дон, на риске уходас. Am bol krasny sajt jakąś don, David Keritz, i dobra, krasny sajt, bo aja kiedyś. Sundy atana don, Akreditovat Deutsch dan, inistone dan, aprilikatis dan, na bagage, na harab, boyok возможности, boyok dan, и что стоит dan, по эргу dan, находится dan, yak dan, знаешь, что это, можно dan, помещение, что я, куда мне это, я сказал, я dan, и что кумет физик, вача, я как-то возможность, что мы хохонцы dan, строить для качи, тогда вы должны dan, и багage dan, кунах dan, служить для души dan. Тогда вы вах кассан дон, безопасный, все отношения с нами несколько дон. Чуем тогда дон. Азербайджан важно, его хакаму даст. Че Азербайджан, че был кадон, босс ресторан, шабалах спеш дон. Цер дон, на вах кассан дон, парах меткиас бог. Асун хасал, хасал дон, кейш хали дон, мехш аваз че дон, ресторан че. Да официально говорит, махалах шедан яхш лах ресторан. Вы должны дон, а но голо ясно, наоборот дон, что уважение вот это бог, да. Царь, iets gewoon meer dan oké, dat is dan de way doorgaan dan, ook heel veel door. Hoe zit het nu? Geen dan. Zdanie is, zo'n dat je moet houden dan, investor dan. Erik met zal horen dan, chuba met die goch, ik moet dan. Terwijl dan, AOE is dan, zes gate achter dan, zes gate achter dan. Publiek halen dan, dat moet je kerstmolen als, school een goede als, dat zijn al dan. Ik doe goed zwart, dan dat is al, boven goed zwart. Как-то опасно, говорю, так говорю, а мы вот это все. Там он промышленность очень да, уютно хватит на вот, а изучительно да, а вот я вот думаю, да, а кишем бина, то полностью ходос, то хал, занят он битихе, да, тут на британской ночи английский матка, да, промышленный матка, я чула метник, да, есть массу предприятий, одновременно предприятий, что он, одри, да, В завершении встречи глава республики повторил собравшимся, насколько велико доверие им оказанное. И доверие это следует оправдать качественным и неустанным трудом всех сотрудников министерства.
А это уже глава республики инспектирует завод по производству мороженого в Гудермесе. Данное предприятие стало лидером на рынке республики и полностью вытеснило всех своих прямых конкурентов, до того поставлявших мороженое в наш регион. Здесь производят свыше 50 наименований мороженого, притом высококачественного. По словам гендиректора общества «Айсберг», планируется расширение производственных площадей в дополнение к уже существующим. وتشارنو عند عجيم غدتهم بس بالله اوكي كده بس وصلنا يلا بس الناس كي يقدروا يوصلوا سيزون سيزون هيا يلا ثاني مره هو شيء في كروجي الناس زينون Процесс производства полностью автоматизирован, но рабочий контроль необходим, особенно за бракованной продукцией. Все ингредиенты же – молоко, вафельные стаканчики, шоколад и оберточный материал – собственного производства. Кроме привычных названий мороженого, есть и новые – вайнах и терек. نفسك لا يشتغل لا بحر فيه يا نعم بحر ومسكات يا شباب ايش يبغى يديرك وين عايزين حياه شوار حال شو يا شيخ مالك يقول له Кстати, мороженое терек производится совсем недавно и станет, наряду с футбольной атрибутикой, раздаваться желающим посетить открытие стадиона имени Ахмата Хаджи Кадырова 11 мая в Грозном. Этому сорту сладкого лакомства глава республики, собственно, и отдал предпочтение. О размахах же всей деятельности предприятия можно судить по наличию холодильных камер, вмещающих десятки тонн продукции. Словом, все, что предстало взору Рамзана Кадырова, оставило у него самые приятные впечатления. Dat ja, werd je hoor. Bellen met je toch om de dag dan. Als je bij zo bellen met wat zo dood daar maar. Ja, het kan minister wat nee dan.
промышленность развивать, что их вышел на коробку, воля, но вы ночью дигнешь, только кредиты, может быть. Только новые технологии, валбичная продукция востребована, цаголь, кель технологии, всегда. Большую помощь Гудермесскому хладокомбинату с самого начала его становления оказал региональный общественный фонд имени Ахмата Хаджи Кадырова. И многочисленные эмблемы на упаковках мороженого и на въезде на территорию комбината говорят не только об этом. Все, что будет необходимо комбинату и в будущем, найдет поддержку фонда в полном объеме. وين ديحر خيش دات بتشوت ادول شتول ديقر مسانا وقول حالت ابو ستودنت ابو بك كاتشتو تاخ ايكولوجيسك تشيستي غلايز برودكت تاخ انور مش او هن سبلو دات يا شو الهيت تون ديله تو هن زكات تو يدا كليش تو دول دغ او خي تا شي ليني دا يلش بولي بي تي دي سي دوخ فيديو مروجه شو تغنيش اخ وين هيت تشوا غيرش اخ بوبيش شي باي بريت تقو تغني دينا قينا سن تروخ بين ييش يلشو تروخ بين ين تو عديل ديلش قي اوصل 2 3 تي يس يلش اعمل عاجز على الفوند ما تنقول عيماني يلش وين هوش مدر تودل تون دغاد ولا او رش رياسي شو خليني ده يزغلسون تونر بقوا يلنا ادقوا خرجنا بعد ديش. Гудермесский хладокомбинат, как оказалось, богат не только мороженым, но и рыбой 6 сортов, поставляемой из Санкт-Петербурга. А вообще же в планах руководства предприятия не только количество и качество выпускаемой продукции, но и создание новых рабочих мест. Следующим объектом инспекционной поездки главы республики стал Грозненский завод «Электропульт». Он уже 5 лет как функционирует и приносит солидный доход в бюджет республики. Квертник очаю закаш вирана идут проблемы. Завтра я масса мета ёхвай подрядчик заказ. Я мью выбивать на холду. 120 миллионов передать нам предложение. Из них 28-30% чтобы освоить финансово. А я что, Хельстрой, сам КСО, 298 новые разработки. Трансформатор ШИО от 25 до 2500 киловатт. Любой. Так, хитсна яхайта на Газпром 18 счетов распределить, самый современный. На яхайт, но это вот бензина 30 миллионов, что я заказывал, или 50 шкафов. Список выпускаемой продукции завода впечатляет. Рубильники, трансформаторы, счетчики и многое другое. Здесь работает около 100 специалистов, предприятие оснащено немецкими и японскими металлообрабатывающими станками. Глава республики осматривает завод. Сборка в кашине. Это уже отдельно заводы разрабатывают, но сама конструкция, сборка, массона. Металл, хэш, конструктив, хэш, я шью, покраска, я где-то. Другой переводится. Сейчас сборка, сборка, схема, конструктор шбувай, схемотехник швей, программист швей, от 18 до 30 лет. Покрашенный современный немецкий Арсана Тяняцу, толстосеверный полукозя, полностью автоматическая линия. Пейшер, аля, посмотришь, сушилку, я привел сюда. Сразу на один цикл полностью все. Новый бомба. Видите? Я максимально пристан до 50 метров. Что то, живее. Полгела шмита максимально 3 миллиметра. Рамзан Кадыров говорит, что предыдущее руководство Минпрома мало заботило положение дел в подведомственных предприятиях. И это вполне очевидно. Электропульт, расположенный в Старопромысловском районе столицы, основательно пострадал в результате военных действий, но его восстановление в полном объеме прежним составом республиканского Минпрома осуществлено не было.
في ما شاء الله بتاعنا تفاعل في تلو كذا قال إذا عندنا صبوت نكيدة يعني كذا عرفت رايح بس تركش بالبي ويش بالبي ودلتنا وصعدل على بلغ بينا عن بروموشنش مش حشوتنا بس ما نشتري أفتريتي وجرجل لونش وما ساعتي ده أول شيء تيجي Вообще же промышленности необходимы большие нотации, которые исчисляются сотнями миллионов рублей. Впрочем, они вполне будут оправданы увеличением объемов выпускаемой продукции, созданием новых рабочих мест. Они так необходимы, например, в этом цехе по изготовлению электродов, которых в случае расширения производства и увеличения рабочих мест удастся выпускать до 50 разновидностей. Так, 12 сутки идет, спрос на продукцию есть. Производство. Проект 4. Сертификация ГОСТа. Доходы. До 50 видов электродов, что совместно. Торговый дом или да? Да, мало, да? В течение 3 месяцев. 4 месяцев. Это держится чуя, концами люди, как ценишь. Производство запустили. Реально, без больше. Тогда шабал хондо, шмучек барчина, дуйгош. Качественной продукции. Откровенно говоря, на долю нового министра промышленности и энергетики Галаса Таймасханова выпала непростая задача, но он с ней намерен справиться неукоснительно. Благо, что в лице главы республики он нашел надежную поддержку, а первая серьезная проверка деятельности его ведомства уже через 3 месяца. خليط لجان ولا نعيش دباق بيفان هايدان هايوش نخل بيفان يدان ده جوراش كان تراكس بكتسات من das كده صار يعني ده لو هاس das كده دان so even هذا كيف بس أصوب اللي ما يعرف إذا يكره ده يبغى بس هذه كير هذه بس Подводя итоги инспекции по промышленным предприятиям республики уже в Доме правительства, Рамзан Кадыров заметил, что перспективы республиканской промышленности очень высоки в плане дальнейшего своего развития. И здесь же председателю правительства было поручено найти необходимые средства для восстановления промышленных объектов. Nog рабочие метки создавать я дом, да, я есть дом, ситуация есть еще дом. Это дело, это получение еще дом, милиция дом. Производство бежно на хозяйство дом, цен необходимый еще ситуация дом. Бюджет или плюс дом, это банк еще дом. Передача, вот есть дом, 23. Это не видно, предприятие дом. Хоть предприятие, да, он запустил именно то, что он, а вы предупущили, да, он инвестор с ним будет, да, когда что он полностью, он не полностью восстановить, запустить, не потом, да, он реализовать, что он полностью закупать, что он бит барочку, ну, хотел меточка, да, 5 миллионов, 10 миллионов, там, 15 миллионов, 20 миллионов, а что здесь положение, то да, он в кубок хандлера, да, не просто запустить, там, полный кек, хрономоездер, да, шеи, да, форма одежды, шеи гихи, да, det er oven i tandsavårdene. Официально, да, съемка участие в Азии, республики. Det var helt sånn alle, da, stå писать, og stå oppe og avsløre, så den tanden preilabet, det полностью, да, Азия, да, это, да, ревизия, довольно поручено. Это забит был, что он компетентный орган, что он МВД, что я подключил счетный аппарат, что он полностью соединил, аж 4 дела, и 4 дела. Даже полностью завод, что он сигаровый государство, республика, он ущерб военных, доход сам, мы видели, что он сигаровый глава, а он завод, который там, что мы чему ценятся, да, что он كياتا ديك دون يعدد كياتا ديك دون تعاد نيا كايت أنا تمشي دوغلو خلاص دوغلو شو جيت شو دون واحد نيا حاجة تصدق ما يخلص دون شو تقول
особо внимание есть в предприятии. Программа 157 миллионов дыр. Это дал решение уже на той неделе ходил всю. Хоукернаха ревизии, проверка и что цель до 2 шага проверить содержание. Dit надо, что для первых 100 миллионов он обещает динда. И цель просит какие дополнительные харахажа, воеги, хочет, а из-за вода. Все, что будет способствовать экономическому росту региона, найдет поддержку и понимание республиканских властей. Яркими же примерами активной поддержки руководства региона промышленного сектора является Грозненский завод «Электропульт», способный конкурировать с аналогичными предприятиями, расположенными далеко за пределами Чеченской Республики, заводы «Трансмаш», Аргунский сахарный завод и другие объекты. И самое главное, что на этом бурный рост промышленности региона не остановится, а продолжит свое поступательное движение к новым большим высотам. В конце апреля 1851 года в Чечню прибывает известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. А спустя 14 лет, в апреле 1865 года, после окончания Кавказской войны, первые 500 чеченских семейств, спровоцированные царскими агентами, выступили с инициативой переселения в единоверную Турцию. И, наконец, 25 февраля в 1945 году на реке Эльбе произошла знаменитая встреча союзников по антигитлеровской коалиции. Первым из советских военнослужащих, встретивших американские войска, стал командир кавалерийского полка, наш легендарный земляк, подполковник Мавлад Висаитов. О делах давно минувших лет далее рубрика «Хронограф» с Раяной Хусейновой. В конце апреля 1851 года в Чечню прибывает известный русский писатель Лев Николаевич Толстой. На Кавказ Толстой приехал с старшим братом и пробыл здесь до 1854 года. Именно на Кавказе и начинается его литературная деятельность. В Чечне он завершает свое первое произведение – «Повесть детства», с публикацией которой и приходит писательская слава. Кавказ наложил глубокую печать на личность и талант Толстого. Впоследствии он скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера с одной стороны и восхищение бытом кавказских народов, не знавших крепостного гнета, с другой. Следует отметить, что Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. К примеру, несмотря на то, что в результате 2 войн культуре республики нанесен неповторимый ущерб и почти не осталось памятников. Памятник Толстому в станице Старогладковская Шелковского района, где когда-то начиналась служба офицера Льва Николаевича Толстого, сохранился. Здесь же находится и музей писателя, который удалось сохранить. В апреле 1865 года, уже после окончания Кавказской войны, первые 500 чеченских семейств, спровоцированные царскими агентами, выступили с инициативой переселения в единоверную Турцию. Возможность такого выселения кавказское начальство рассматривало уже с 1863 года. С подачи властей организатором переселения выступил отпрыск из семьи Алдара из Тагаурии Муса Кундухов, который под этот проект тайно получил от властей крупные денежные средства. В течение нескольких лет в общей сложности было переселено около 5000 чеченских семей, земли которых правительство впоследствии отобрало в казну, превратив их в государственный земельный фонд. В сентябре 1868 года, после долгих лишений, обманутые переселенцы предпринимают отчаянную попытку пересечь границу и вернуться на историческую родину. Однако восстание было уже подавлено османской армией. Карьера же Кундухова в Турции сложилась весьма удачно, чего нельзя сказать о людях, которых он подтолкнул к переселению. В апреле 1917 года, уже после свержения Николая II, в Грозном прошел грандиозный съезд представителей чеченского народа, на который съехалось 10 тысяч представителей чеченских общин, которые объявили себя съездом чеченского народа. Организаторами и руководителями съезда стали нефтепромышленник, миллионер Тапа Чермоев, адвокат-социалист Ахмедхан Мутушев, учитель Таштимир Эльдерханов, шейх Дени Арсанов, ученый-богослов Сугаиб Мулла Гайсумов и другие.
Съезд избрал Чеченский национальный совет во главе с Мутушевым, высказался за созыв съезда горских народов Кавказа и провел выборы делегатов на этот съезд. Впоследствии Чеченский национальный совет стал органом власти горского правительства на территории Чечни. Следует отметить, что несмотря на серьезные противоречия во взглядах его участников на будущее Чечни, съезд принял историческое решение о создании национальных органов власти, хотя и в рамках политического союза с другими горскими народами Северного Кавказа. В апреле 1930 года в республике уже в полную силу работает вышедшее в январе знаменитое постановление ЦК ВКПБ о борьбе с искривлениями партлинии в колхозном движении. Полным ходом идет борьба с перегибами на местах, в ходе которой в застенки ЧК попадает руководящий состав активистов колхозного движения. Со стороны некоторой части ответственных работников в этих условиях с целью свалить перегибы на неосознанность местного населения. Работает стремление использовать пребывание Красной армии для проведения спецмероприятий. В результате всех этих манипуляций в Чеченской автономной области в марте-апреле силами войск СКВО и ОГПУ проходит чекистско-войсковая операция по ликвидации так называемого политического бандитизма в Чечне и Ингушетии. В операции участвуют 9 отрядов различного назначения, 2 стрелковых батальона, авиазвено, саперная рота и рота связи. Всего 4000 человек. 25 апреля 1945 года на реке Эльбе прошла знаменитая встреча союзников по антигитлеровской коалиции. Первым из советских военнослужащих, встретивших американские войска, стал командир кавалерийского полка подполковник Мовлат Висаитов. Мовлат Висаитов – профессиональный военный. За годы войны Висаитов прошел боевой путь от Терека до Эльбы. Командовал 255-м отдельным чечено-ингушским кавалерийским полком и 28-м гвардейским полком. К званию Героя Советского Союза представлялся в июне 1945 года, однако звание было присвоено посмертно только в мае 1990 года. В представлении Висаитова перечислены его военные заслуги, взятые города и населенные пункты, более 3500 пленных, тысячи освобожденных из фашистских концлагерей. Среди наград Висаитова не только ордена и медали СССР, но и награды Польши, Венгрии и Чехословакии, а также американский орден «Легион чести», перед которым встают президент и сенаторы США. После отставки полковник Висаитов работал заместителем министра внутренних дел республики. Умер 23 мая 1986 года. Это все, о чем мы хотели сегодня вам рассказать. На этом я с вами прощаюсь. До встречи ровно через 1 неделю. До свидания и всего вам доброго.